Всем доброго дня, всем здравствуйте! Вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона, а это значит, что дайджест за неделю. Все самое интересное, а может быть и неинтересное в этом выпуске смотрим. Ну что, начнем, наверное, с новостей, которые были упомянуты чуть раньше, или появлялись, или вы следили за ними. Так вот, напомню, что кибертриатлон, такое нововведение, запустила Международная Федерация Триатлона, и потихонечку по этому пути развивается, шагает и идет в нужном направлении. Так вот, буквально на прошлой неделе объявлены 3 города, где будет проводиться мероприятие, и где, собственно говоря, сойдутся кибертриатлеты. Одним из этих городов стал Мюнхен. Старт пройдет 9 апреля, Лондон 23 и финал, гранд-финал, как его называют сами организаторы, состоится в Сингапуре 7 мая. В общем, вот так вот кибертриатлон развивается. Я думаю, что непосредственно уже к самим гонкам, когда они начнут свое начало, возьмут свое начало, я думаю, что мы о них поподробнее будем говорить отдельно. Ну а так, в частности, Марисоль Касада и все, конечно же, заинтересованные лица сказали, что очень счастливы двигаться в этом направлении, тем самым шагать в ногу со временем. Продолжая говорить о мировом триатлоне, нужно, конечно же, упомянуть о том, что Международная Федерация Триатлона подписала новое соглашение с ITA на управление антидопинговой деятельностью. Теперь эта компания будет независимая, теперь это будет компания, которая занимается отдельно, и связано это с тем, чтобы не было каких-то предвзятых решений. То есть параллельно, конечно же, мировое сообщество будет сотрудничать с мировым антидопинговым комитетом, но при этом Международная Федерация Триатлона было принято решение вот именно переключиться на частную компанию для того, чтобы вся информация, вся база атлетов, всех биологические паспорта и все, что нужно знать о каждом спортсмене, было вот представлено в этой антидопинговой частной такой компании. Хотя, наверное, сложно ее назвать частной, но тем не менее. Вот такие нововведения. Также Марисоль Касада отметила, что, конечно же, мы хотим сделать триатлон чистым видом спорта, для того, чтобы скандалов с допингом и нарушения всех этих правил, конечно же, звучало как можно меньше. Поэтому также вот двигается в этом направлении. Посмотрим, к чему это приведет. Ну вот с января 2022 года новые правила, какие-то новые изменения потихонечку вступают в силу. И я думаю, что, конечно же, сами непосредственно атлеты потихоньку начинают с ними знакомиться и в них вникать. Я думаю, такой процесс, конечно, не самый может быть приятный, потому что все изменения, они всегда, может быть, дают двойное значение, имеет либо в плюс, либо в минус. Но в любом случае все это делается для развития триатлона. Так что поживем, увидим. Выпуск этот, наверное, можно назвать менее спортивным. Я бы, наверное, сказал бы, что этот выпуск вообще можно назвать каким-то таким челленджем, или каким-то мульти-выпуском по той простой причине, что спортивных событий на начало года пока немного, и поэтому, наверное, больше говорим о людях, которые так или иначе рекламируют спорт, мультиспорт и его различные направления, в том числе и триатлон. Но давайте к новости, которая нас заинтересовала. Я думаю, что вы тоже не останетесь в стороне. Так, 2 итальянских велосипедистов проедут от Оямикона до Верхоянска. 2 эти точки в Сибири соревнуются друг с другом на право того, что называется самым холодным местом в мире. Напомню, что там достигает отметка зимой минус 67 градусов. Так вот, 2 итальянцев с 15 января отправились в путь на байках своих. Будут ночевать они в палатках при температуре, которая минус 50, минус 60. И очень любопытно вообще, как они будут проходить и как им будет даваться эта дистанция. Вообще, сами уже итальянцы написали в своих соцсетях о том, что это не тот дебют, который я ожидал. Мы искали приключений, и Сибирь подает их нам на блюдечке с голубой каемочкой. 1200 километров на байках в такую суровую погоду. Я думаю, что это, конечно, просто не знаю даже с чем сравнить, но хочется пожелать итальянцам, конечно же, чтобы ветер, если он там и дул, то только исключительно в спину, потому что двигаться при такой температуре, не говоря о том, что уже отдыхать и ночевать, это просто, наверное, еще один такой настоящий стресс и перезагрузка для организма. Но в любом случае пожелаем итальянцам удачи. Продолжаем говорить о людях, которые, наверное,
занимается не только любимым делом, но еще уделяет время спорту. Откуда они его берут, ну, честно говоря, с трудом представить. Вот еще одна атлетка из Британии планирует установить новый мировой рекорд по забегу на марафонских дистанциях. Она хочет за 100 дней пробежать 100 марафонов. Как ей это удастся и как это будет справляться для бегуньи, честно говоря, трудно представить. Мировой рекорд принадлежит Алисе Кларк из США. Она за 100 дней пробежала 95 марафонов. Но вот британка хочет преодолеть этот рубеж и преодолеть отметку в 95. Для нее, как она сама рассказывает, тренировочный день начинается в 4:45 утра, потому что за это время она должна пробежать свою проделать дистанцию, а потом отправиться на работу. Она помимо этого еще работает в банке, финансовый менеджер, так что вот просто диву даешься таким людям, которые умудряются совмещать и работу, и еще и плюс спорт. Как проходят у нее тренировки и как вообще все это выглядит со стороны, даже трудно представить. Сама спортсменка говорит о том, что она старается тренироваться как можно меньше в ночное время, но с учетом того, что встает она в 4:45, трудно представить вообще, как она избегает этой темноты. Плюс сама говорит о том, что старается бегать там, где вообще нету мобильной связи, то есть вдалеке, да, сфокусироваться исключительно на своем беге, где-то на своем сознании. Ну и плюс все-таки холодное время года, да, дожди либо снег, это тоже, наверное, не в плюс. Но в любом случае она готовится, она планирует. Пожелаем ей только удачи и достижения поставленных целей. Продолжаем говорить о сильных женщинах. И вот еще одно событие состоялось в Соединенных Штатах Америки. Там 37-летний риэлтор и мать двоих детей установила новый рекорд на марафонских дистанциях для Соединенных Штатов Америки. 37 лет. Представляете, человек, казалось бы, даже не занимается уже профессиональным спортом, но при этом ставит мировые рекорды. Ее время 2 часа 19 минут и 11 секунд, и на 24 секунды она превзошла предыдущую отметку. Предыдущий рекорд принадлежал, как вы понимаете, другой американке. Он равнялся 2 часа 19 минут и 36 секунд, и продержался он целых 15 лет. Вот такое достижение. Я думаю, что риэлтор из Соединенных Штатов Америки может собой вполне быть довольна. Так Кейра де Амато профессионально занималась бегом на средние дистанции, но потом, когда результатов выдающихся она не показывала, было принято решение завершить такую профессиональную карьеру, ушла в семью, ушла в работу, ну и вот спустя какое-то время снова вернулась в бег и показала выдающий результат. Причем нужно сказать, что с этим временем она вполне могла бы выступить на каком-то серьезном мероприятии, плюс ко всему еще и умудриться даже его выиграть. Но любопытно, как дальше американка будет выступать и планирует ли она вообще обновить это достижение. Посмотрим. Британец Ник Баттер, который каждый год нас радует какими-то или не радует какими-то челленджерами, в общем, поставил себе новую задачу и новую цель. В течение 50 недель он будет проверять свой организм, нагружать его по полной программе, проводить 3 часа в зале и плюс ко всему еще очень жесткую диету в плане откажется полностью от мяса, то есть жесткое веганство будет британец проповедовать. Он вывесил график, который будет использовать на протяжении вот этих 50 недель. Ну, в общем, трудно представить, что вообще хочет он сделать с организмом, на самом деле непонятно. Напомню, что британец совсем недавно пробежал вдоль всего британского полуострова, там 128, по-моему, или 130 километров. В общем, тоже такая примерно приличная, да, как вы понимаете. Ну и плюс ко всему совсем недавно он еще стал рекордсменом по тому количеству городов и стран, где пробежал свои марафоны. В общем, все страны, которые входят в ООН, вот везде там Баттер пробежал свои марафонские дистанции. Так что еще один челлендж, еще один вызов, не знаю, в первую очередь, наверное, себе, своему организму, будет постоянно его подвергать нагрузке. Ну и посмотрим, конечно, что из этого выйдет. И просто интересно, насколько его хватит. Я думаю, что с волей и с характером у него все в порядке, поэтому очень любопытно будем наблюдать и смотреть за этим. Ну а если будут появляться какие-то интересные новости, конечно же, будем об этом сообщать.
На этом все. Не так много новостей, да, связанных с миром триатлона и каких-то событий, но год только начинается. Спортивные мероприятия по календарю запланированы, конечно, нас ожидают впереди. Всем, кто посмотрел, большое спасибо. Не забывайте подписаться, не забывайте поставить колокольчик. Лайк, дизлайк, любая ответная реакция от вас для нас это очень приятно. И это говорит о том, что вы все-таки нас смотрите. Всем большое спасибо. Болейте на здоровье.